Представляете, далекий 1944 год. Война еще не закончилась. Но тем не менее банкиры уже собрались в Бреттон-Вудсе на конференцию для того, чтобы сформировать то, что потом получила Бреттон-Вудская валютная система название. Потом она, может быть, частично изменилась, там добавилась ямайская, это когда в 70-м году доллар отвязали от золота, и он превратился вообще просто в бумажки, так сказать. Так вот, смысл этой системы на сегодняшний день заключается в том, что доллар выполняет функцию мировых денег. А все остальные валюты – это валюты периферии. По сути дела, на страны периферии, к которым, кстати, относится и Республика Беларусь, наложен негласный финансовый налог, который с нас взимают, хотим мы того или нет, в определенном объеме каждый год. Как это взимается, есть несколько каналов, но эта система хорошо, четко выстроена через Базель, через МВФ, соглашение с МВФ и через использование так называемых конвертируемых валют. И через систему, кстати сказать, оценки рисков, кредитных рисков, да, в том числе через этих кредитные агентства. Муди и так далее. Фичина. Вот. Ну, я вам приведу только один пример, чтобы не слишком растягивать. Насколько все зависит от нас, как мы бы думали, на самом-то деле. Расскажу простой пример. Вот представьте, нам говорят о том, что нам надо иметь минимум 3 месяца критического импорта валютной резервы. Причем, по большому счету, да, теоретически, если вдруг страна, не дай бог, бы попала в какую-то колоссально сложную ситуацию и потеряла способность производить, возможно, эти деньги действительно понадобились для решения таких вот насущных проблем. Там, произошло бы страшное землетрясение или бедствие, или что-то в этом роде. Но, в принципе, в такой вот повседневной истории жизни нам эти деньги не нужны. И, собственно говоря, в Беларуси вряд ли как-то и возникали необходимость даже думать в этом направлении. И тут возникает очень интересный вопрос. Вот эти 7 миллиардов долларов, это исчисление, да, из них 50% в долларах, где-то порядка 30% в евро, остальное немножко золота, немножко рублей. Но основное это все-таки вот эти две валюты. Вот мы где храним эти деньги? Вы золото здесь. Не, золото понятно, а вот доллары мы где храним? В облигациях займа? Нет, эти доллары мы храним на корреспондентских счетах в американских банках. Потому что любые доллары могут быть только на счетах американского банка на американской территории. Причем эти деньги мы отдаем этим банкам. То есть они им пользуются пока... Мы отдаем им банкам под 0,25%. 0,25%. Не более того. После этого наш белорусский банк обращается к любому американскому банку, который имеет доступ к этим деньгам, как к ресурсам финансовым, и говорит: одолжите нам на развитие, дайте нам кредит. Ну, наши деньги об этом не фигурируют, какие деньги якобы непонятно. Ну, дайте нам кредит. И они дают по 4, 5, 6%. Вот эта разница между 0,25% и 5%, ну, может быть, сейчас чуть меньше, 4%, это и есть вот этот налог, который мы платим глобальной финансовой системе, как периферийное государство. В результате происходит очень интересная вещь. Если мы возьмем Германию, то там масса М2 – это наличные деньги в обращении, деньги на депозитах, деньги на счетах компаний, ну те, которые вращаются в экономике, составляют где-то около 100% от объема ВВП. Как вы думаете, какой показатель в Беларуси? Сложно мне сказать, но я думаю, что в разы меньше. 50%. 52 раза а меньше. Почему? Потому что вот эта глобальная финансовая система, она не дает нам права иметь достаточно большого количества денег для долгосрочного развития. Нам даже поставлено было условие, это звучит у всех, кстати, вот если вы задумаетесь, вы это сразу почувствуете, поймете сами. У нас развитие и реализация новых проектов за что? За счет прямых иностранных инвестиций. Это вообще отдельный вопрос. А это вопрос какой? Мы должны наиболее доходные отрасли просто отдать иностранному инвестору. Это дополнительный рычаг контроля. Вот. Вот вопрос независимости экономической. И вот представьте, вдруг происходит такая ситуация. Ну, конечно, это будет не вдруг, это будет результатом тяжелого труда и долгих переговоров. Мы в рамках макрорегиона создаем независимую валюту, которая не привязана к доллару, не является вторичной, а является, по сути дела, главным средством обмена
мерой стоимости Вот, и мера мерой стоимости. инвестиций. Вопрос, То есть мы друзья. вернемся к классической функции денег, но в рамках нашего макрорегиона. Понятно, что это будет означать валютный контроль на границах. Это будет означать обменные курсы, которые будут формироваться на основе действительно рыночных, а не каких-то там других механизмов. Вот. И фактически определяться торговым балансом с другими макрорегионами. Но мы тут же получаем минимум 50% ВВП в возможности допечатать денег и пустить их на долгосрочные проекты.